смотрите 5-й выпуск Айтал ТВ. И с вами сегодня будет я, Лена Новикова. И Дима Местников. И сегодня мы вам расскажем, как проводят наши студенты свои выходные. И мы видим, что же находится внутри закрытого в советские годы городка Звездный, куда ездили активисты Айтал. А также узнаем, почему 20 ноября в постоянном представительстве наши ребята писали диктант, играли в якутские настольные игры или просто как прошел день ЛНХО в Москве. Готовы? Поехали! Вау! Стажеры, а ныне новобранцы мода Айтал, устроили для ребят массовое катание на коньках в Ледовом дворце Крылатское. Давайте посмотрим, как это было. بدر الاخر خطروا دوغارا تاس كارتا بارستار كوز كمان نار بارن كناتار كارانت كارن سولغار تكباتر ووتار سولو خباترдан уягылтан коттар соготок болбата кыйналган устун энеге караме бет хорсун бирге тутустун бордун букустун жолун курустун олохустун букурдук хонну болун эгердей чаттарга или бүтүн абсолют улустарга респектка бет долго барападолга канек тугунан бихей бүт санабыт толун кимде болун путама сохта дордо Угар умаяр кутавата Эмкини ванна мин Бары бирген бир сидин Эмкини ванна мин Бүтүн сага сире биллин Эмкини ванна мин Бары бирген бир сидин Эмкини ванна мин Бүтүн сага сире биллин Мен алак бар Мен алак бар сүйүнен доготор Эрелек доготор Бары бир сидин бирди кехилин Мен алак бар Санабыт бихене гиде гүлкүстах Эрелек доготор Бүтүн сага сире биллин Догара таскан битер табары сине бир толкуйга тутартылар бүтөскө түн керек кысен сүракын был жабыт сатыр бир деметериен санари сурулубут сорулубат пыстыс бат икки кихикапсе диде хүс сана кытыс барыскө түн сана келер бүттүм ден арас түгени торохут бирге экен кимде ордох ол жоло хондук болар эпет халбари бат каханда аспат мода хорсун бэйелер харчымдак күстак сарбактыр саналар күн кеннигер кисте токто болбутун ихинен бихи бир ситим сине бир токто болунен бихикке келин сибилигини бүдехик бин унан турамын умата бын бысырге догордо хукутатын Эмкини ванна мин Бары бирген А вы слышали о том, что в Звездном городке находится центр подготовки космонавтов имени Гагарина? Да, я слышал еще то, что там продают настоящую еду для космонавтов. Хотел бы я попробовать. Об этом и о многом другом интересном вам расскажет наш корреспондент Альбина Васильева. Всем привет, это Айтал ТВ. Сейчас мы находимся в Звездном городке. Это поистине завораживающее место. Звездный городок делится на две части. Это жилой поселок и центр подготовки. В советское время Звездный городок был изолирован и засекречен. Даже на картах и на указателях он не значался, а въезд был только по пропускам. Творог, мясо, рассольник, борщ в тюбиках. Также вы можете приобрести такие памятные сигаретики нашему первому космонавту планеты Юрию Гагарину.
вы смотрите такие маленькие крошки хлеба. Нет, они там из-за давления раздуваются и превращаются в нормальные хлебушки. Сейчас я нахожусь около тренажера вестибулярного аппарата. Здесь на этом крысе тренировался сам Леонов, Шоник, Гречка и Кубасов и многие другие космонавты. Это такой раритет, ребята. Алина, привет! Привет. Что тебя заинтересовало в звездном городке? В этом звездном городке меня заинтересовало международные космические модули, где тренировались наши космонавты. На этом фотографии космонавты, которые стыковались в 1985 году на кораблях «Союз» и «Аполлон». Здесь мы видим даже их автографы оставлены. И вот их маленький миниатюрный модуль, как они состыковались. Ну что ж, идем дальше. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как можно стать космонавтом? Первые космонавты были военными летчиками, потом стали набирать в космонавты инженеров, были наборы врачей и были наборы ученых. Сейчас проходит открытый набор в космонавты, то есть каждый гражданин Российской Федерации может подать заявление на то, чтобы стать космонавтом, но для этого необходимо иметь техническое образование, стаж работы не менее 5 лет, конечно, здоровье физическое, психологическое. Вот сейчас буквально в течение 1-2 месяцев будут вывешены точные требования на сайт Центра подготовки космонавтов. В этом году День Аланхо в Москве уже проводится 3-й раз. Ты была на этом мероприятии? Да, я была. Мы там угадывали якутские песни, якутские фильмы, смотрели постановку Аланхо и в конце танцевали усохой. Ну, в общем, было очень интересно. Итак, наш сюжет. Сегодня в здании Поспресса проходит очень значимое мероприятие – День Аланхо. Как известно, Аланхо – это эпос, культурное достояние народа Саха, включенный в 2005 году в фонд ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального творчества. И именно сегодня мы посмотрим, что же нам приготовили ребята. Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Настя. Можешь рассказать нам о игре и ее правилах? Суть игры Хабулык очень проста. Вам нужно набрать наибольшее количество палочек. Для этого вы подбрасываете все палочки, переворачиваете ладонь и ловите эти палочки. Но самое главное заключается в том, что вы должны поймать нечетное количество палочек, тем самым оставив одну для себя. Өтө күннен мен аттыбар главный организатор Лада Барашко турар кенеттен агаяк вопросы итеп барыбыт. Привет, Лада. Мероприятие тәҗрибә гасты дигәнегене. Мен гынабар олус тарахында каста. Бихи билген айталга стажёрдар балар, алар кемелерден онна айтал черәннәреннән кемеләр. Бихи бу олонху күнен таарылатып үттүбүт. Тәһә өр белемнәме кити. Бихи 2 неделя усата белемнәме бит, каскына кеһә 6 частын кеһә 10 час кыдылы. Стажёрдар тәһә өр ишәйдик бәяләрен көрдерделәр бу мероприятие. Бу билген стажёрдары олонхуга белемнән җаммыт, олус җәйдик бәлети көрдүбүт.
пожалуйста. Привет, меня зовут Чпрова Сардана, я стажер-организатор Дня Аланхо. Расскажи, пожалуйста, как проходили репетиции? Ну, в первый день мы пришли сюда, собрались все вместе и начали обсуждать, как вообще будет проходить это мероприятие, кто что будет делать, какие роли, какая постановка вообще, какую постановку мы вообще собираемся ставить. Далее мы также приходили каждый день и уже начинались репетиции, разделение ролей и, ну, в общем, танцы, все остальное. Привет, ребята, как вас зовут? Добрый день, Иван. Марат. Как вам сегодняшнее мероприятие? Ой, замечательно, вы знаете. Вот так углубился в культуру, неизвестной для себя. Раньше неизвестной для себя, было очень интересно. Поиграли в разные игры. Особенно хоровод. Дали все очень хорошо, постарались, все на высшем уровне. Что пожелать сопутствия. В дальнейшем, что продолжали на том же уровне, все очень хорошо получается. В них видится потенциал, все такое. Я желаю организаторам никогда не падать духом и идти вперед до конца. Спасибо большое. Вот и подошел к концу наш выпуск. Мы надеемся, что он вам понравился. Следите за обновлениями и до скорой встречи. Пока! Пока!